Да, прекрасно. Ну ладно, один пушку будем брать, пушку синий сделаешь. А может оба нельзя подключить, чтобы оба канала было с микрофоном? Вот так делать? Ну давай поставь, потом написать плюс. Ну да, оно, знаешь как, у меня зато время идет. То есть на основном ютубе вот секундомер включен и он идет. Да. Да. Ага, все понятно, Вася. А вот смотри, еще такой вопрос. Вот эта ссылка, которая у меня в окне, это она есть? То есть мне на сайте ее именно... А, все, понял. Давай камеры тоже подадим сюда. На всякий случай. Ага. Все, понял. Хорошо, Вас, спасибо тебе большое. Сейчас. Оттуда, если что, брать. Стоит пушки, там же многие будут, наверное, говорить. Сколько каналов будет сразу, да? То есть сразу 3 канала, что ли? Что ты говоришь? Наезжай на меня. Вам зарплату, ну, хотел я сказать, вам зарплату платят, сами делайте, бля. Блин, вот так-то идет трансляция. Звук есть вообще? Звук, он говорит, да, идет. Ну, это... Бля, взять бы еще что-нибудь, где можно проверить. Скажи, пойдем посмотреть еще. Что по-русски? Пусть посмотрит. Сейчас трансляция идет? Да? Короче, вам Ну да. Ну смотри. Чего же не скажешь? Привет, Интерстейт. Микрофон выключи. Привет. Все работает, интернет есть? Ну, вроде сейчас пытаемся. Раз. Они вчера приходили, тут что-то поехали. Не, Wi-Fi. Wi-Fi нужен? Алан. Сейчас Wi-Fi тоже сделаем. Ну, может, есть, я просто... Нет, он есть, но он включается внизу. Я просто не знал, что он нужен. проверить эфир. Сейчас. А где Алан остановился? Как камера включена? Смотри, Сайн, да? Звук там с пушки авто пишешь. А есть там, где работает? Вообще нет. Ну, посмотрите. А там в комиссии. Может, я плохо воткнул их тогда. Давай я на мануал поставлю. Раз. Посмотри, вот эти вроде нормально. Раз. А. Первая камера, первая. Раз. Да. Раз, два. На третьем. Поднимаешь скоростью вправо и идешь. Мне звук не нравится, почему шипит. Давай здесь тогда настрою на пару каналов, чтобы поставить с микрофоном. Да. Два канала поставил с микрофоном. Ну, здесь звук идет. Где? Сейчас слышно? Да? Ты сейчас слышишь? Не, я слышу. Ну, я вот на ютубе смотрю сейчас. Раз. И, ну, он чуть запаздывает, но звук слышит. Там завтра. Раз. Там, да, Раз. Вот сейчас
два канала пишет вот с микрофона. Раз. А вот так будет писать с пушки. Раз. Раз, два. Раз. Ну, слышно все. Раз. У нас только одна. А как? Раз, два канала. Раз. Инфут 1. Привет. Короче, так я ставлю. Пускай будет один общий шум, а один будет пускай с микрофоном. Добрый, это Кристина только. Один будет пускай с микрофоном, один будет пускай общак. Да. Стоять человек, да, будет? Да. А нет, не будет этого? Да. Даже знаешь как, он будет лучше, наверное, вот здесь стоять, потому что ближе проект. Вот я встанет надо. Вот я знал, что я две камеры как Ну, скорее всего, вот здесь будет стоять. Потому Вот что там будут сидеть, по-моему. и там, Вот там. и там нет. Вот А, туда. нет. Там нет. Он будет стоять либо здесь, либо здесь. Я не А знаю. куда вариант. все? Дома нету, я не знаю. Почему здесь не примут? Здесь никто не будет сидеть. Здесь 23. 21. Потесняться все. Я тоже вижу, человек 15. Раз. Пойдемте. Раз. Так я не На понимаю. пальце этой, которая Раз. Блин, зачем он подключил тогда тот звук? Звук именно, если звук нет отсюда. Ты выключил. Я не выключу. Ну ты выключил. Там не было. А здесь будет один микрофон будет, один с пушки. А там почему идет звук? Он просто поставь, пускай с пушки тоже. Вась, еще один вопрос. Вот смотри, вот у меня 9 экранов, и на одном из экранов логотипы Осетия ТВ и Тинько. Как мне сделать так, чтобы логотипы и видео было вместе? Это вот только что было, этого не было. 23 путов. Вот это пишет, значит, первый канал. Отсюда пишет. А, все, вот это. Мик, это же вспышка, а это... Нет, миг это вот это.
Ну, чтобы пушка, это вот два. логотипы, Да? вместе с видео. Пушка А два, на да. втором, на превьюшке, Когда я, если сейчас я нажму на вот это, я нажимаю, что один был микрофон, один был вообще говорит, что-то делает. Так и было. Просто мне не нравится звук микрофона, там шипит он чуть-чуть. Я не рискую пускать два канала тоже с микрофоном. Я выключу. И то, знаете, как где-то полтора часа будет потом кушать, а потом уже это время Сейчас будет там перед включу и посмотришь. время кушать. Да, сегодня уже. Это одна комиссия. Всё. Раз, два, раз. Раз, два. Настрой там размыкаться, пожалуйста. Если я так буду стоять. Раз, два, три. Примерно на таком расстоянии. Говорит старший. Канал настроен. Ну там же, давай. 630 100. 630 100. 100. Раз, два, привет, здравствуй. Раз, два, три, здравствуйте. Раз, два. Не то, Там да? звук больше идет на пушку, чем на микрофон. А ты мануал если поднять, нет? Это гоблинский. У тебя, не знаю, вот сейчас вот звук больше идет с пушки, чем отсюда. Слушай, Там нужно там просто. Раз. Приветствую. Раз, приветствую. Валейкум ассалам, братан. Привет. его вообще нет. Вот этот микрофон. Вот сейчас нет. А ну этот. Раз. Нету микрофона? Раз. Раз, два, три. Вот есть. Есть? Вот. Что там? Чувствительность поднимите. В микрофоне? Да. Вот в базе этой чувствительность поднимите. А ну, давай. Это же ты, я без понятия, как ты там. Наш там ключ. Сенсивити было или что там было? Ну вот эти. Алейкум ассалам. Так, вот. Сейчас я тебе подниму. Это у нас какая? Вон та, да? Да. Это у нас камера 2, 1, 2, камера 1, 2. Так, здесь у нас. Сколько? Раз. Вот сейчас. Раз, два, три, четыре. У нас... Валейкум Вот, ассалам. там уже слышно. А ну, подожди. Да, позже. Говори. Ассаляму алейкум, братан. Ты что тут делаешь? Арабичер, дуракабичер. Ну есть, но еще можно. Арабичер. А здесь? Хорошо ты видишь. А как ты себе, то есть два канала писать с микрофона или один пушка, один микрофон? Нет, Один это пушка, пушка, один один микрофон. Алейкум ассалам. У меня даже вот эти вот ребрышки, вот эти вот сзади монитора, как кассете ТВ сделал. Ну, Кстати, все же раз. Раз, два, три, четыре. Через раз, два, три. Вот хорошо. У кого музыка играет? У меня. Алейкум ассалам. А зачем тогда на эту камеру мы поставили вот этот звук? Микрофон. Я думал, чтобы оттуда с нас Убрать его? душу брала, но здесь почему-то сигнал не проходит, да, Таня? Раз.
там два отделения батарейки. Я с собой еще запасные взял. Короче, у нас еще 5 минут есть. Дай-ка я Владу наберу. Если есть, здесь около начнем подтягиваться, наверное. Просядут, пока поздороваться со всеми. Там что будет писать фокус авто будет стоять, значит, да? Там фокус авто. Слушай, вопрос такой. Мы же прекрасно расслышали. А почему сейчас не слышим? Наушники воткнули. Понятно все. Я вам говорю. Дома понравится. Раз. Там вот где наушник нарисован, там вроде индикатор дергается. Который не... Ну вот компьютерный. Надо тут... блядь, вспомнил. Да, да? Блин, переходная сука, вот Это мы вот столько надо было мучились, подключать. брат. Да, вспомнил. Слушай, еще такой вопрос, Влад, смотри. С одной камеры я подал сигнал на А2 и Б2, да? И сейчас еще другой подал на А3 и Б3. Ну, почему-то он, там индикатор не дергается, там какие-то настройки надо сделать. Валикум ассалам, брат. Почему не будет тогда? Запознание, да, идет? С камеры, ну, как бы там на камере индикатор показывает. Раз, есть. На камере показывает. Wi-Fi есть? Парол скачет, нет? Почему ты говоришь? Хорошо, спасибо. Блин, как же я забыл. А что там, фон, что ли? Переходничок нет. Да, у нас переходника. А что за Чтобы с большого на мини. Весь мини на большой там видел. У них. А ну зайдите кто-нибудь на YouTube, на наш. Валикум. Зависит, как голоса. Че это? Здесь знаешь, что есть? Представь с маленького... Хорошо. Сейчас, подожди. Снизу. Саями, братан. Валикум ассалам. Че там? Все нормально. Че там нормально? Все хорошо. Это все нормально. Что у тебя сегодня про... Мало ли что, потому что материал пригодится. Те же все бывает. Не. А сейчас он прям вещает, да? Acum toată lumea are așa, asta e foarte. Doamne, mai asta la работа.
почему нет этого канала? Ну, а секунд 10 это можно. Ну да, сделай это. Вот здесь идите. Посмотрим, почему B2 тут. Вот аудио идет. Попробуй настроить. Ничего, тут кто как хочет высаживать. Ой, здесь. Нет, трансляция не страшно. Я думал, здесь лучше. Там ты осуждаешь. Дед! Привет. Косулечка. Ну как Это кто бы запутали федерации или а? Кто бы запутали? Вот, Яна подошла. А ты как обычно в первый момент. Если там статично, что я буду стоять, сейчас я могу там двигать 8 поставить. Могу на 8 на этом стадии двигаться. Ну, при желании это тоже могу. Да, давай скажем правильно. Да. Раз. Вот сейчас ты включил, слушай. Вот зараз, раз. Он только на одном. Это у вас общий план, да? канале. Вот это значит там надо. Как переходить? Как решить? Кадры, значит, это. Вот эта зона полностью тестирования. Прямой эфир, трансляция, что делать? Через потолок просто. Просто если две Камеры, если будут там... Если вы попадаете, он может переключить моментально. А, ну перебьешь потом через. Да, там Ну, во всяком случае, не Сейчас вот такая, что ты сейчас, вот привет. Я думаю, нормально. Дайте ей перевести, если дайте посмотреть первого числа, не перевести уже сделать. А, ну значит, тогда можно. Да. Хорошо. Привет, Яна. Я с ней согласен в том, что формулировки не предполагают название соглашения на нее. Даже ответ не вещи. Потому что там уже расписано кое-что.
Здравствуйте. Присаживайтесь. А что, туда не натянешься? Ну не настолько, ты меня переоцениваешь. Сориентируйтесь. Я для себя пока не понимаю. Нет, я имею в виду по тем, что он похож. Кто такой есть, я знаю. Ты меня пока не знаешь, эти тоже чего? У нас есть отдельный человек, который этим пока занимается. Бумаги. Просто я должен быть после да. Они не могут а нам надо нам хотя бы 20-25 собрать. Здесь тоже сидит. Там у нас тоже Ваня, тут еще место есть. Вот здесь можно. а что было такое? Весь зал стол полный еще и Не было такого ни разу. Да. У нас даже стол не раз. Соскучились. Нет, я сейчас на съемках, друзья мои. Конечно, нет, я информационной службе. Ну вот этот сюжет закончится. К обеду вообще. Конечно, наверное. Хорошо. Надо было раньше послушать. Машина 6 недели. 4 Мы с Ноем понимаем. 2 недели. Все, да? Все. Доброе утро, уважаемые члены комиссии. Хочу вас искренне поблагодарить за то, что вы в очередной раз откликнулись на нашу просьбу и за неимением иных мотивов, кроме моральных, кроме желания нам помочь в нашем, скажем, стремлении сделать конкурс максимально прозрачным и открытым, пришли сюда, что называется, даже не за еду. Большое вам за это спасибо на самом деле. Вот. Ну вот сегодня мы рассмотрим 3 программы, о которых позже, равно как и о механизме голосования, расскажет Алексей Хабицаев, уже большей части из вас хорошо известный.
У нас за столом сегодня достаточно много людей. Я, например, дебютант, в этом смысле первый раз меня включили в комиссию. Я знаю, что часть из вас в конце прошлого года в течение 2 недель ежедневно трудилась на благо нашего министерства. Вот, поэтому хочу выразить особую признательность часто летающим пассажирам, именно тем, кто помогал нам и ранее. Для тех же, кто первый раз сейчас за столом находится, будет необходимо более детально, наверное, Алексей, да, прояснить систему оценочную и то, каким образом в итоге выявляются победители конкурса. Несмотря на то, что мы 3 программы сразу рассматриваем, заявителей на данном этапе конкурса будет немного, поэтому мы надеемся, планируем, что где-то в первой половине дня все закончится. Все, конечно, зависит от того, какой уровень обсуждения будет, но вот из практики понятно, что такое количество заявителей, как правило, в полдня должно укладываться. Я хочу предупредить тех, кто не знает, что идет прямая трансляция в интернет, идет видеосъемка в телевизионном формате, поэтому просьба это иметь в виду и воздержаться от нецензурной лексики и политических заявлений, что по нынешним временам часто одно и то же. Вот. Теперь, Алексей, пожалуйста, можно, наверное, рассказать о программах. Добрый день, друзья, коллеги. Сегодня мы будем рассматривать 3 мероприятия, которые мы реализуем в рамках нашей программы господдержки. Мероприятия – это субсидии субъекта малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования. Второе, сразу расскажу про это мероприятие, что из себя представляет. То есть мы, предприниматели, которые приобретают производственное оборудование по безналичному форме расчета, мы ему компенсируем 50% стоимости, то есть тех затрат на приобретение этого оборудования, но не более чем 5 миллионов рублей. Это, в принципе, коротко вот такое мероприятие. Второе мероприятие у нас по лизингу. По лизингу мы компенсируем здесь по лизинговому договору уплаченные предпринимателям, но не более, опять же, 5 миллионов рублей. Вот. Далее там мероприятие получения грантов, лизингов, так скажем. То есть начинающий предприниматель может получить до 1 миллиона рублей у нас. То есть при условии, что он при осуществлении первого взноса потратит не менее 15% от первого взноса в рамках лизингового договора, как лизинговый грант. И третье – это мы компенсируем 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка фактически уже уплаченных процентов в рамках действующего кредитного договора между банком и нашими предпринимателями. Кредит должен быть взят на цели, связанные с покупкой производственного оборудования, также на строительство зданий, сооружений. Вот. То есть вкратце, в принципе, эти 3 мероприятия. Здесь в рамках этого мероприятия по процентам добавлю, у нас максимальная сумма компенсации 10 миллионов рублей. В принципе, это основное. Вот мы распечатали положение, потому что я ознакомился, что у вас лежит. Можно, прежде чем ты, Алексей, прежде чем техники голосования перейдешь, я просто хочу кое-что пояснить. Прозвучало слово гранта, поскольку я последовательным противником гранта выступал все это время. Хочу просто пояснить и для тех, кто присутствует за столом, и для тех, кто смотрит нас в интернете. Речь не идет о грантах на создание нового бизнеса, речь идет о целевых грантах лизинговых, которые были в прошлом году. То есть это, грубо говоря, выплата, привязанная к лизинговой сделке. Поэтому грантов в этом году нет, как мы обещали. Вот эта программа лизинга. Пожалуйста, что здесь представляет. Теперь, что касается голосования. То есть у нас, вам раздали 3 оценочных листа по каждому из мероприятий, про которые я уже рассказал. Вот. Здесь мы будем оценивать бизнес-проект, представленный нашими предпринимателями, по 4 критериям конкурсного отбора. Это экономическая эффективность, социальная эффективность, бюджетная эффективность и количество созданных дополнительных рабочих мест. То есть здесь мы выставляем оценки от 0 до 10 баллов. Вот.
кто как бы считает это важным. И потом выводим итоговый балл. То есть это по каждому из мероприятий одинаковая схема. Вот. Такой момент еще. У нас есть вот в крайней графе, да, в столбце у нас есть возможность, тут написано рекомендуемое значение, на которое сокращается субсидия. То есть у комиссии есть возможность сокращать субсидию на 30%, в случае, если до 30%, да, в случае, если у нас те бюджетные ассигнования, которые предназначены в рамках этого мероприятия и заложены в программе, они меньше, чем заявки субъектов, то тогда мы можем коллегиально принять решение о сокращении субсидий, когда мы будем здесь уже в этой графе ставить сокращение субсидий. После этого, как мы все оценим эти бизнес-проекты, мы вносим в общий рейтинговый лист, и да, и уже будет видно, то есть те, кто набрали большее количество баллов, они будут первые из тех, кто будет получать субсидии. Вот. То есть мы сегодня оцениваем, сегодня же утверждаем общий рейтинговый лист, подписываем его, и уже будет следующий победитель. В принципе, коротко, многие из присутствующих уже знакомы с этим механизмом, поэтому я думаю, что не будет тяжело. Спасибо большое. У меня вопрос сразу возник по таблице, я же новенький. Вот графа количества создаваемых дополнительных рабочих мест, я правильно понимаю, может быть заполнена только после того, как мы всех услышим? Как мне понять, какой балл из 10 соответствует какому количеству создаваемых рабочих мест? Вот выступает первый, говорит 10 рабочих мест. Как мне понять, это много или мало по отношению к остальным? Это чисто субъективно. Нет, Относительно конкретного бизнес-плана, конкретного рода деятельности. Нет, ну это касается вот туда. Почему? Даже и Нет, тут надо применительно к конкретному бизнес-плану. Здесь Алан, скорее всего, хочет знать, по этим проектам какая минимальная, какая максимальная? Везде 10, от 1 до 10. Нет. Количество создаваемых мест рабочих по всем проектам есть? Чтобы соотнести. Минимально, да, чтобы иметь возможность. Нет, такого. Нет, здесь речь идет, еще раз говорю, вот то, о чем мы, в принципе, говорит. То же самое применяется вопрос в отношении других критериев. Да, исходить из конкретного бизнес-плана и конкретной оценки. Да. Если есть какие-то вопросы к Алексею по заполнению, можно их сейчас задать. Надо, наверное, пояснить, как будет происходить сама процедура защиты. Какое-то время дается людям, да, заявителям. Можно я тогда да, добавлю? Да. У нас будут вызываться по очереди все заявители. Будет даваться порядка 5 минут. Можно задавать вопросы, ну, желательно немного вопросов, учитывая количество членов комиссии, чтобы мы до вечера здесь засиделись. Вот. По оценочным листам большая просьба заполнять аккуратно цифры, да, составлять. То есть у нас по практике уже были случаи, когда человек неразборчиво вписывает, потом сотрудники не могут разобраться, что это за цифра. Кто-то зачеркивает, перечеркивает, вписывает другие цифры. Вот, пожалуйста, если вы какие-то изменения вносите, это тоже возможно, да, то есть человек сначала поставил цифру, потом передумал, бывает такое. Вы просто зачеркиваете и желательно где-то подпись поставить, заверить свою, чтобы заверить изменения, чтобы потом проверяющие органы не думали, что сотрудники это самостоятельно все подкорректировали. Вот. Внизу на каждом оценочном листе есть фамилия, имя, отчество члена комиссии, нужно ее вписать и поставить свою подпись на каждом оценочном листе. В принципе, все. У нас положение и порядок всех этих мероприятий, о которых говорил Алексей, они есть на столах, если кому-то интересно более подробно ознакомиться, все на столах есть. Все документы, которые будут рассматриваться, пакеты документов, они лежат вот здесь возле Алексея. Основные данные из бизнес-планов будут выводиться в качестве презентации на экран. Если у кого-то будут какие-то вопросы по документам, приветствуется их рассмотрение. Может любой взять эти документы, полистать, посмотреть, задать вопросы и так далее. То есть документы лежат здесь, пожалуйста. Поскольку, как вы видите, в каком они объеме бывают, да, пакеты, вот это один пакет документов. Да, поэтому мы, конечно, на всех членов комиссии не можем его откопировать, и еще учитывая, что они прошиты и все. Поэтому, кому интересно, кто хочет посмотреть документы, пожалуйста, welcome. Все, можно начинать. Тогда Ну можем и перейти. один вопрос уточнения, если не возражаете. Бизнес-планы, насколько я понимаю, в Министерстве правительства. Заключение экспертизы по каждому бизнес-плану. не по бизнес-плану, а заключение по пакету документов, документов. по пакету. Там по формальным признакам. Сам бизнес-план
он как раз таки для того, чтобы комиссия сейчас оценила, для этого комиссию мы создавали, да, то есть комиссия свое какое-то авторитетное мнение по поводу бизнес-плана сказала. А если какие-то вопросы есть существенные и по существу по бизнес-плану, то тогда нужно их задавать будет самому заявителю. Ну, тогда первый вопрос у нас по избранию в общем, председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии. Вот. У меня есть предложение не ломать традиции и в прошлом составе, да, искать опытных людей. Вот. Какие Мы будут только хотели стрелки в этом смысле мнения, кто эти опытные люди, как я понимаю, председатель комиссии был Феликс сказал, да? Дальше, как у вас распределялись полномочия? У нас там крестов нет. Не, я просто не знаю, как было. Еще так нет? Не, серьезно, какие вы были? Мы хотели Предлагаю в качестве председателя комиссии Диамбекова. Ну, это неправильно. Дайте мне поработать, так сказать, с ощущением полной независимости. Хорошо, тогда функциональных обязанностей. без лишнего ерничества, да, как в прошлом составе, и если речь об этом, председателем был Казал Феликс, заместителем Сагеев Тимур, да, у вас этим секретарем комиссии. неплохо получилось. Мы получили, кстати, хорошие отзывы в Минэге России, и такой опыт сочетания большого количества людей в комиссии и прямой трансляции в интернете уникален для всей России. Поэтому получилось в прошлый раз, поэтому давайте попробуем, чтобы было не хуже. Кто-нибудь возражает? Возражают все, но никто не хочет об этом говорить. Единогласно тогда, да? Да. Еще один вопрос, пока не началось обсуждение. Вот, у нас 3 формы, да, поддержки, скажем так. Документально разрешается, да, как бы по 2 формам, одним и тем же. Да. По всем разрешается. По каждой программе один Ограничение есть на участие в одной программе в 1 год одного и того же лица, да, а так разных программах просто чтобы снять вопрос и да, задать его. Это первый вопрос у нас как понятие единогласно. Которые мы хотели рассмотреть, это вот как раз таки оборудование. Вот. И нам необходимо принять решение, то есть допускаем мы, первое должно быть допускаем мы либо не допускаем тех субъектов, которые внесли заявки. Вот, как и в принципе в прошлые разы. Вот. Поэтому вот я сейчас зачитаю тех предпринимателей, на которые было в общем, отрицательное заключение. Да. И поясню. И потом коллегиально. Первый у нас вот, заявитель у нас это ООО ЗСИ. Какие списки по номеру 8. Ну, это будет третье мероприятие. Так, здесь у нас несоответствие выражено в том, что имеется задолженность по бюджету в бюджетную систему Российской Федерации на момент подачи заявки, что противоречит под пункту 4 пункта 2.1 порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования, являющегося приложением 2 под программе 1 поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства РСОА на 2014-2016 год. Да, я поясню вам, как получилось. В общем, данное предприятие, вообще все предприятия имеют право не докладывать справки об отсутствии задолженности, также выписки. И мы тогда делаем запрос официальный в налоговые органы. И на основании этого запроса мы определяем, имеется задолженность или не имеется задолженность. Данное предприятие не приложило справку, поэтому мы сделали запрос. Ответ налогового органа прилагается у нас. Вот, если кому-то интересно, можно посмотреть на обозрение. На сегодняшний день задолженность. Да, на сегодняшний день имеется задолженность. Небольшой комментарий. На сумма задолженности. Сумма задолженности в справке не указана. Ну вот, в принципе, да, в самой справке нет, но они вот приложили нам налоговые
справка о состоянии расчетов. Ну и вот здесь, чем состояние расчетов по налогу самому, здесь задолженность получается 209 тысяч рублей. Вот, потом здесь по графе 6 у нас состояние расчетов по пеням получается 9 тысяч рублей. Итоговый. Небольшой комментарий. У нас в прошлый раз, когда мы заседали, регулярно возникали споры по этому вопросу, по поводу налогов и так далее. И в результате, в этот раз, когда мы вывешивали объявление о начале приема документов, когда мы вывешивали список документов, к перечню документов прилагалась пометка, что рекомендуем заявителям предоставлять самостоятельно эту справку, несмотря на то, что это не является их обязанностью. Да? Поскольку в прошлый раз возникали у некоторых членов комиссии претензии по поводу того, что заявители должны самостоятельно в налоговой какие-то вопросы регулировать с этой задолженностью, что они должны заранее знать, что такая возможность есть, что может быть проблема, если мы направляем запрос, получаем ответ отрицательный. Вот, поэтому мы такую пометку сделали, что есть такая возможность, и что заявитель вправе, и мы рекомендуем, чтобы он самостоятельно перед подачей документов обратился в налоговую, и все вопросы, связанные с задолженностью, урегулировать. Поэтому в этом плане мы себя ответственность сняли. Что за сим у нас выносим тогда на голосование, отказываем данному заявителю. Предприятие специализируется, сейчас я вам скажу, это в общем, завод строительных изделий и материалов и создание на его основе современного домостроительного комбината. Строительные материалы. Первый этап лиги выпускали, но пока не выпускают, как собираются. Вот пакет документов, решение по этому специализация предприятия не должна оказывать. Формальный признак соответственно. Сумма не та, какие были раньше, что там за 3 рублей, там, которые не дошли, не легли куда-то там отказывать. Да, у них была возможность урегулировать. Ну да, она была до сегодняшнего дня. Просто справка. Есть кто-то из членов комиссии, кто против того, чтобы им отказать? А сумма налоговых платежей у них вообще какая, например? Общая? Да, общая. Это существенный фактор. Это задолженность 200 сколько тысяч, да? А платежи налоговые сколько у них, например, за прошлый год? Ну я думаю, это не работает. Нет. Если бы не работали, такая сумма задолженности. Может быть, она... Налоговое имущество. Ну я вам, смотрите, я вам могу конкретно сказать, что это за налог. Да? Не-не-не, подождите, ребята, я не совсем понимаю, мы зачем углубляемся? Да, есть неоплаченный налог на сегодняшнюю дату. То есть нет спорной ситуации, когда там, как было в прошлый раз, когда на момент сдачи документов, ребят, давайте уже этот послушаем, да, друг друга. Я помню по прошлым ситуациям, когда были спорные моменты, когда люди в момент сдачи документов имели задолженность, а на момент обсуждения комиссии представляли справку о том, что она погашена. Это да, это может выноситься на голосование, и тут надо учитывать, как говорится, коллегиальное решение, да, просто особый случай. Но та ситуация, в которой, при том, что я с искренним уважением отношусь, я знаю руководителей, я туда дважды ездил на этот завод, и на самом деле искренне хотелось помочь. Это Александр Дмитриевич Мамсуров занимается производством, пытается. Но есть прямой запрет федеральный, то есть, грубо говоря, вот здесь есть представитель правоохранительных органов, наверное, подтвердить. То есть есть прямой запрет федерального закона, и чем они занимаются, как это соотносится с суммой неуплаченных налогов с общей суммой налогов. Ну, это не юридическое поле, мы это никому не объясним. Поэтому, еще раз говорю, при всем уважении к заявителям, на самом деле, я буду и дальше стараться им как-то помогать, но сейчас это будет неправильно. Мне так кажется, поэтому я голосую за отказ. В общем, представители предприятия, которые показали такую справку, нет, да, у нас, которые сказали, что не показали. Они сказали, что не успели. Ну, если я правильно помню, в обоих этих, да, программах отказывали. Можно их зачеркнуть сразу и там, но по второму пункту мы еще отдельно. Да, если есть иные мнения, надо их высказать. Я могу ошибаться. Еще раз, тогда есть кто-то, кто против? Кто воздержался? Просто делаем прочим, да? Да. Следующий вот у нас здесь вот смотрите, вот у нас под номером 3 ООО «Рамфорд». Они подали пакет документов, а потом подали заявление, что они хотят отказываться от участия. Вот. Поэтому там будет
же самое, да? Да. А у них вообще год прошел, Там и год прошел, там мы. Там просто они сами забрали свои документы, то есть они даже не выносятся. Там суд по собственной инициативе выбирает. Да, просто надо выучить. Да. Далее следующее предприятие у нас Промебель. Аналогичная ситуация здесь получается. По справке. Вот они приложили справку, копию справки на 18 февраля 2015 года, что у них не имеется задолженность. Вот. Но с копией справки мы не работаем. У нас по положению, в общем, на момент подачи заявки не должно быть задолженности. Мы сделали, соответственно, запрос в налоговый орган. И нам поступил ответ, то, что у них имеется задолженность. Вот. Промебель. Промебель, да. Еще такой момент, то есть, ну, как бы зачитываю, что в заключении написано, что несоответствие выражено в том, что имеется задолженность по бюджетную систему Российской Федерации на момент подачи заявки, что противоречит подпункту 4 пункта 2.1 порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования. Вот. Далее, ну, еще то, что по положению, если вы прочитаете, то у нас необходим документ, который подтверждает о том, что именно это оборудование было поставлено на баланс предприятия, то есть как бы федеральные требования. Также в этом пакете документов был сам баланс приложен, но именно документ, который подтверждает постановку на учет именно этого оборудования, его там нету. Вот. Это следующее как бы несоответствие. Также по положению необходим документ, который подтверждает дату изготовления оборудования. Вот, потому что у нас по положению оборудование должно быть менее 5 лет, то есть с датой изготовления. Этого документа мы тоже здесь не увидели. Вот. Опять же, небольшой комментарий. Это такие основополагающие требования по данной программе, поскольку суммы не маленькие, есть несколько нюансов. Требований на самом деле не так много, но есть несколько основных требований. То есть оборудование не должно быть старое, да? То есть если мы человеку компенсируем половину его стоимости, да, то оно не может быть старым оборудованием, да, или оно может быть бэушное, строго говоря, да, но его нужно купить за безналичный расчет, и оно должно быть не старше 5 лет, и нужно представить соответствующие документы. И второе, такое важное требование, это то, что оборудование субъекта предпринимательства должно быть приобретено и поставлено на баланс. Человек должен потратить свои деньги, купить его, поставить на баланс, и после этого можно рассматривать вопрос о том, чтобы компенсировать часть его стоимости. Когда выносим на голосование, допускаем или не допускаем? Ну, кто за то, чтобы... Первая ситуация та же. Налоговая, да, то же самое. Кто-нибудь против того, чтобы допустить? Чтобы не допустить. Чтобы допустить. Против того, чтобы отказать. Нет, воздержался кто-нибудь? Все единогласно отказываем. Да. Промебель, да, Промебель. Там у них копия справки. Нет. Да, следующее предприятие, коллеги. Следующее предприятие у нас ООО «Гранит Ира». Вот. Какие моменты у «Гранита Ира»? То же самое. Они представили нам пакет документов, в котором не было данной справки об отсутствии задолженности. Мы сделали запрос. Запрос показал, что задолженность имеется. Единственное, тут стоит уточнить, что та задолженность, которая у них имеется, они подали документы, в общем, 27 февраля 2015 года. Ту задолженность, которая у них имелась, они ее погасили 20 февраля, то есть за 7 дней до этого. Опять же, вот мы сталкивались с таким моментом, что эти деньги не сели просто на тот момент, да. Но
Подтверждающие документы. Подтверждающие документы здесь имеются, то есть платежные поручения не приложили к этому пакету документов. Вот. Такой момент еще единственно присутствует, что помимо этого у них имеется задолженность по пеня у них в размере 75 рублей. Она была погашена после принятия документов. Почему? Потому что когда контактировали с заявителем, это пеня по единому ЕСН, в общем, единый социальный налог. И социального налога уже как такого не существует, и просто пеня. Поэтому они ждали. И вот эти 75 рублей остались. На сегодняшний день они погашены. Даже вот они должны были, представители его, принести туда платежное поручение. Да, поясню. Имелась задолженность 2004 года по ЕСН, 2004, да, 10-летней давности, о которой никто не знал в силу того, что сегодня этого налога не существует. На сегодняшний день и эта задолженность в размере 75 рублей погашена, то есть вот на момент нашего с вами рассмотрения задолженности не имеется. Поэтому другой. Поэтому мы тоже должны поставить этот вопрос на голосование. То есть по формальному признаку на момент подачи заявки у них 75 рублей задолженность была. Много несерьезные суммы. 200 тысяч было как? Это не совсем их вина. Да. Нет, ну плюс налога сегодня этого не существует. Это само собой. И плюс он уплачен. Недостаточно сработала налоговая. Она должна была вовремя уведомления о наличии этой задолженности. Давайте вынесем на голосование. На голосование, кто за то, чтобы допустить к участию в конкурсе предприятия «Гранит». Подождите, Посчитайте нас, не кладите. Да, не кладите, потому что я так быстро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Надо спросить, кто против, может кто-то есть. 27. Так, 27 человек. Кто против? Там вообще могло быть. У них менялись базы. Нет, понятно. Кто воздержался? Кто воздержался? Там принципиальный момент. Не бывает. Раньше вот сколько было? 2 или 3 рубля? Но дело не в сумме. Но если бы они на сегодняшний день не погасили эти 6 рублей, за эти 6 рублей... Все, тогда начинаем приглашать. Да? Ты пока по оборудованию, да? Да, по оборудованию. С кого начинаем? Всех стройсервисов? Да, по списку. Стройсервис. Приглашай, пожалуйста. Нет? Стройсервиса нет? Сервис классный. Нет, а давай вынесем. Посмотрим, где за не, секунду. Еще один комментарий небольшой по поводу презентаций. Участие в презентации, да, то есть доклад о своем проекте, это является тоже правом заявителя. Мы можем его пригласить, он может прийти, может не прийти. Вот. Поэтому вот у нас сейчас как раз такой случай. Представителя стройсервиса, который у нас под номером 1, его нет. А он не пришел, поэтому мы его опаздываем. Нет, ну насколько я знаю, его просто не смогли найти. Да, контактные данные, которые у него были указаны, по этим контактам он был недоступен. Поэтому мы можем рассмотреть, как мы это делали неоднократно, без его присутствия. Может быть, его рассмотрим последним тогда. Ну, сложно. Если он просто увидит в трансляции, что его... Может, придет, да? Тогда придет, правильно? Нет, просто давайте обратимся в камеру. Уважаемый Олег Исламович, приходите в конце заседания комиссии на защиту. Я за то, чтобы его последним рассмотреть. Давайте. Тогда сервис-класс. Сервис-класс тогда. А что, нету кафедры? Ее кто-то. Если позволите.
Визитки. Вот. Всем сразу. Тут на всех ставят? Давид, можно только не загораживать, Как удобно? Да, вполне. Пожалуйста, Давид Мратович, расскажите, что у вас за проект, Добрый день. какое оборудование вы приобрели, для чего и так далее. Я представляю общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Бас». Чуть громче, пожалуйста. Да? Зовут меня Франциск Давид, являюсь руководителем данного общества и хочу представить вам наш проект. Суть проекта заключается в том, что мы хотим производить здесь у нас в республике гофроупаковку. На сегодняшний день мы планируем производить гофроупаковку для производителей бутылочной продукции, это в качестве старта. А далее при закупке дополнительных модулей возможно расширение круга конечных потребителей, и за счет этого мы хотим выйти на максимальную производительность в течение 3-4 лет. Срок окупаемости проекта, к сожалению, у меня голосовую связку не показывает, но я буду стараться. А вы ближе подойдите там, Срок окупаемости проекта нами намеченный составляет 24 месяца. В случае, если все пойдет по наихудшему сценарию развития событий. На сегодняшний день тот сбыт, который у нас имеется по предварительным договоренностям в республике, позволяет нам выйти на выручку 48 миллионов в год при рентабельности 15%. То есть, если мы выручим 48 миллионов, заработаем мы 15% от этой суммы. Соответственно, за 2 года мы покроем стоимость оборудования, на которое мы на сегодня потратили порядка 11 миллионов, там, без малого, что на сегодняшний день на рынке является очень хорошей ценой. Можно сказать, мы начинаем в тяжелый период, в кризисный, но в то же время это позволило нам войти по малой цене. На сегодняшний день стоимость этого оборудования $400 тысяч США, это около 24 миллионов. Оборудование 2013 года выпуска, то есть оно практически новое, оно в работе, и мы считаем, что это как бы хороший старт. То есть у наших коллег, которые также в этом бизнесе, закладываемые сроки окупаемости колеблются от 3 до 3,5 лет в зависимости от того, какая нагрузка, там лизинговая, кредитная, прочее. То есть у нас этих нагрузок нет, поэтому мы думаем, что проект обречен на успех в силу того, что у нас уже есть договоренности с определенными людьми. Можно вопрос? Можно вопрос вот по дополнительным рабочим местам. У вас написано, что вы 10 человек собираетесь принять на работу. Да? То есть это в какой срок вы планируете? На сегодняшний день штат в размере 8 человек, включая меня, он уже готов выйти на работу. Оборудование приедет в начале нового месяца, будет произведен его монтаж. Сейчас ведутся подготовительные работы арендуемого помещения, подводится ГУП охрана, подводятся 3 фазы, то есть делаются какие-то там перегородки и прочее. И 8 человек заходят сразу на старт. Далее, после начала производства, возможно, если мы привлечем субсидию, за которой мы сегодня сюда пришли, если даже не привлечем, мы будем развивать производство, закупая дополнительный модуль за счет собственных средств. И эти дополнительные модули будут обслуживать дополнительные люди. Но мы планируем 12 человек, дальше как пойдет. В течение этого года? В течение этого года мы думаем, что 8. Если мы привлечем субсидию, мы очень на это надеемся, то, может быть, к концу этого года уже будет 12 человек. Если вы привлечете субсидию, вы докупите дополнительные модули, правильно? Да, нам эти дополнительные модули нужны для того, чтобы закрыть, например, таких клиентов, как производители салфеток. На сегодняшний день у нас товарищи, которые их производят, они покупают упаковку в Армении. Есть производители пирогов, пиццы, то есть очень много товарищей в бизнесе и готовы покупать нашу продукцию, но просто сегодня не можем дать им готовую, так сказать, упаковку. У нас нет средств, и мы их ожидаем в ближайшее время. Либо здесь, либо другими способами. В любом случае бизнес планируем развивать. География у нас радиус 200-250 километров. В силу того, что логистическое плечо в данном сегменте оно очень короткое. У нас есть сбыты в Москве, но, к сожалению, мы туда возить не можем. Транспортные расходы все забирают. Но у нас там есть партнер, который также занимается этим бизнесом. Он переехал туда недавно, кстати, отсюда. И у него остались клиенты здесь. И мы договорились так, что если мы находим клиентов там, работаем с ним пополам по тому региону, по московскому. И, соответственно, здесь работаем пополам. То есть это дополнительные какие-то поступления денежных средств. И я думаю, что у нас все получится.
У меня вопрос есть. Алексей, таблицу делаем мы на основании данных заявителя. Да. Тогда объясните, пожалуйста, я может что-то не понимаю. Средняя зарплата 27,5 тысяч гривен. Правильно у вас указано? Ну, какая срок строка у нас? 4, 5, 6, 6 или 7 строка следует? Да, я вижу строку, но дело в том, что какую-то часть нашей работы приходится делегировать некоторым людям, которые составляют бизнес-проекты. И вот я как сейчас вижу... Что там ошибка, да? Да, тут допущена ошибка, у меня есть... Но у меня есть показатели годовые, ну, то есть если как бы не обращать внимание на данную таблицу, я это вслух могу все озвучить. Не, я на зарплату обратил внимание исключительно в привязке к следующей строке, которая называется «Социальная эффективность», по которой средняя зарплата с коэффициентом 1,92 к прожиточному минимуму составляет около 10 тысяч рублей или даже меньше. То есть не коррелируются цифры в той строке и в этой. Здесь допущена ошибка. Какая из этих строк соответствует действительности? В данном случае средняя заработная плата гораздо ниже на сегодняшний день. Ну вот она соответствует коэффициенту 1,92 и соответственно составляет 10 или 11 тысяч рублей, да? Или меньше? Заработная плата составляет... Здесь же имеется в виду и средняя заработная плата не на момент подачи рассмотрения документов, а по бизнес-проекту. Конечно, поэтому из этой таблицы следует, что мы дадим ему 5 миллионов, а он понизит среднюю заработную плату в 2,5 раза. Вот из того, что я вижу, следует именно это. Да, это ошибка, и спасибо, что вы обратили наше внимание на нее. Но дело в том, что на самом деле ситуация таким образом стоит, что мы планируем среднюю заработную плату в размере 15,5 тысяч рублей на старте. Далее эта заработная плата повысится до 18,5 по нашим расчетам. И в случае, если мы все-таки расширим свое производство, то тут мелкие коробочки, на самом деле на них уходит основной труд, и эти люди будут получать еще больше. За счет этого средняя заработная плата тоже увеличится. А вот это, конечно, я хотел просто уточнить, чтобы все были. Вот средняя заработная плата, вот на сегодняшний день мы видим, что один человек работает, у него как бы самки интеллекта 27,5 тысяч рублей по справке. Вот. А что касается вот этих коэффициентов, можно сказать, они как бы берутся из бизнес-проекта с учетом того, что... Но все равно они соответствуют цифре 15 тысяч, которые озвучивает нам сейчас заявитель. Я про это говорю, что 1,92, 5,600, по-моему, да? Нет, сейчас 7 с чем-то. Это прожиточный минимум? Да. Измененный, да? Да. Понятно. А что сейчас происходит там, где находится вот на Кисаева 12? проекту 4 года с того момента, как я в него вступил, и мы, это очень краткий список того, что мы делаем. Если вы пройдете по штрих-коду на сайт, вы увидите, что там... А если я по дороге пройду на Кисаева? Вы встретите там меня, наших сотрудников, нашу бухгалтерию. Да, мы просто имеем привычку ходить по получателям таблицы. Я был бы рад, если такие люди, как вы, приходили к нам на работу и были нашими заказчиками. То есть поэтому я принес визит. Давид, а еще не возражаете вопрос. Вы анализировали вот проблемы нашей Липутской, гофрокартонной, ваших конкурентов, Московской? Почему? Вот здесь, конечно, очень хорошо и перспективы высвечиваются. А почему они закрылись? Вы знаете, вот есть какие-то подводные течения в этом бизнесе. Не секрет, что в нашей республике гофрокартон продавать можно только спиртоводочникам, да, производителям. То есть если мы хотим выйти на хорошие прибыли, то основную львиную долю заявок мы должны получать от них. Для того, чтобы я задался целью анализа того, почему кто закрылся, мне для этого нужны были бы причины. Я этих причин не нашел ввиду того, что у меня есть сбыт по предварительной договоренности по личным связям. Поэтому у меня этой необходимости сегодня нет. Помимо этого, в штате работают только молодые
сотрудники в плане того, что они амбициозны, они перспективны, они хотят развиваться и видят какие-то новшества, то есть идут в ногу со временем. Может быть, где-то кто-то менеджмент неправильно выстраивал или что-то еще, это покажет время, то есть мы только заходим на этот рынок, может быть, за год, за два мы изучим и своих конкурентов, которых сейчас изучать необходимости нет, у нас есть сбыт, мы выходим на окупаемость через 2 года, это хорошо для нашего проекта. Коллеги, просьба немножко как бы ускориться, потому что если мы можно еще времени тратить, сырьем, что будет следующее ваше? Извините? Сырье какое будет? Сырье, что будет? Сырье, поставщик, ну в принципе здесь поставщики, они одни и те же для всех. Это Майкоп и Астрахань. То есть сырье это будет трехслойный гофрокартон тип Б, то есть именно под эту упаковку. Я думаю, это готово, да? Да. Спасибо. Переработки в сырье. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Удачи. Следующая у нас первая мебельная фабрика. Сразу надо ставить? Да. Первая мебельная фабрика. Первая мебельная фабрика. Десятибалльная шкала. Да, коллеги, 10-бальная шкала. 10-бальная. А еще такой уточняющий вопрос можно? То есть допускается, что оборудование еще не приехало и не стоит, да? То есть факт купли-продажи основной. Ну, нужно на балансе Да, на балансе. Здравствуйте, Чермяк. Пожалуйста. Не успеваю. Большую паузу. Да. Чермяк, если можно ближе к углу стола и громче говорите, нам будет... А, у тебя это презентация какая-то своя, да? Чермина, вот здесь какая папка? Да, субсидия. Да? Да, да, да. Пожалуйста, можно. Добрый день. Ну, тогда чуть сдвинься, коллеги, чтобы увидели народ. Куда? Сюда, проверить. Периодически перемещаться. Давай. Может, возьми стол в тюрьме, возьми стол, присядь, если с ноутбуком. Добрый день, меня зовут Чермен Зубкоев, я руководитель первой мебельной фабрики, это один из наших проектов. Значит, в данном случае я презентую компанию «Первая мебельная фабрика», которая занимается непосредственно в мебельной сфере, работает, занимается несколькими сферами, несколькими услугами и товарами. Значит, первое — это производство акриловых поверхностей, столешниц, то есть мы берем сырье акриловое и непосредственно из него сделаем столешницы для кухонь, можно в дизайне использовать тоже акрил, там резные. У нас оборудование закуплено, которое может делать 3D изделия из массива, из МДФ. Массив — это непосредственно дерево просто, там дуб, сосна. Самый популярный у нас, самый дешевый, конечно, сосна является. Но в принципе можно и бук использовать, и дуб можно использовать. Вот. И МДФ используется в основном для изготовления фасадов для кухонь. То есть вот кухонная, если кухню вы когда-нибудь себе ставили, то вот лицевая сторона — это фасадная часть. Вот мы сначала делаем сами двери, вырезаем, потом, значит, на них наносим пленки. То есть у нас есть непосредственно, если говорить об оборудовании, это вот мембранно-вакуумный пресс, который непосредственно наносит пленку на эти уже подготовленные, так скажем, болванки. Значит, кроме этого, кроме кухонной мебели, мы производим резные фасады, то есть можем готовить просто готовые изделия небольшие для дизайна. То есть это может быть дизайн или мебели, или просто интерьера.
Сейчас вот, например, мы общаемся с ребятами, которые по Северному Кавказу занимаются установкой и дизайном интерьеров, им интересны потолочные конструкции. То есть это очень востребовано в Чечне, в регионах, где достаточно, ну как сказать, такие национальные старые традиции резного мастерства. Да? Дальше, значит, мебель для прихожих в наборе, ну это просто корпусная мебель. Да? Мебель для медицинских военных учреждений, вот у нас были проекты с госучреждениями, мы участвуем в госконтрактах, в том числе готовим корпусную мебель, в основном офисную мебель готовим. Вот, и можем еще делать для медицинских учреждений, вот сейчас вот готовим проект для стоматологии непосредственно. И кабинетная офисная мебель это тоже просто корпусная. Если говорить об оборудовании, которое мы закупили, общий объем инвестиций у нас составляет чуть больше 5 миллионов рублей, из которых 2 с лишним у нас собственные средства и 3 миллиона это заемные средства. Кредит. Значит, какой у нас план развития? Если говорить о перспективах вот непосредственно по суммам, которые мы планируем получить по субсидиям у нас планируется получить 1 526 000 рублей. Это по 2 субсидиям. Одна субсидия касается компенсации субсидирования расходов по оборудованию, понесенных расходов по оборудованию. И вторая это по субсидированию процентной ставки. Вот. Они здесь разбиты, то есть вот у нас идет 241 000 на субсидирование по процентам, по кредитам и 1 285 000 по субсидированию по расходам по приобретению оборудования. Значит, здесь отмечена тоже социальная эффективность, то есть у нас планируется, мы в том числе на эти средства и средства, которые мы зарабатываем, мы сразу вкладываем в бизнес, то есть мы их не распределяем как чистую прибыль. Соответственно, мы планируем еще нанять дополнительно, сейчас у нас временно наемные, под конкретные проекты мы нанимаем людей, сейчас в общем 3-4 человека. Вот. Дополнительно сейчас еще планируем нанять 5 человек, и в том числе повысить заработную плату по ключевым сотрудникам, это те, кто разрабатывает непосредственно конструктив, то есть там сначала идет дизайнер, потом идет конструктив, который переводится в оборудование ЧПУ. И уже потом станок уже сам вырезает объемные фигуры. Вот. Или же, если говорить о корпусной мебели, у нас есть оборудование, которое может в большом объеме производить корпусную мебель достаточно с высокой точностью. Есть оборудование, которое автоматически наносит кромку. Да, то есть кромка будет, соответственно, абсолютно ровная, очень красиво обрезанная и достаточно высокая производительность этого оборудования. То есть, в принципе, у нас весь цикл от корпуса до резной части и нанесения непосредственно уже пленки в зависимости от потребностей клиента. Азамат, коллеги, давайте заявителя слушать, да, общаться в промежутках, когда выходят, мне кажется, так правильнее, красиво, извините. Спасибо. Сергей, ну может мы тогда к вопросам уже перейдем, да? У кого-то есть вопросы какие-то по проекту? У меня есть вопрос касательно дизайна мебели. Ну, то есть, грубо говоря, понимание того, что, собственно, вы будете производить. То, что вы способны производить технологически, ну, как бы мы услышали, но это же надо придумывать, наверное, или как-то, или откуда-то брать. Вот что с этим? Ну, значит, первый блок у нас это стандартная мебель, если говорить о фасадах, кухонная. У нас клиентом являются как частники, так вот благодаря субсидиям мы хотим выйти уже на цеха. Соответственно, у нас будут стандартные образцы, то есть мы сейчас вложим деньги в образцы для цехов. Мы раздаем просто вот цехам, здесь достаточно много цехов, там более 30 цехов, вот с кем мы знакомы. Значит, мы просто им раздаем образцы вот этих фасадов, да, и они, соответственно, уже могут предлагать клиентам. Это будут стандартные образцы. По ним будет цена около 1500 за квадратный метр. Вот, это достаточно конкурентная цена, потому что там у Фарна около 1600-1700 стоит. Вот, у Пятигорска тоже примерно такая же цена. Это одна история. Вторая история будет под заказ. То есть, если непосредственно кому-то нужно, там, не знаю, вырезать лицо любимой тещи или любимого соседа и использовать их в быту, вот, то это тоже возможно. Вот. Такая история. Любимой тещи соседа. Такой вариант.
Меня продолжают радовать эти таблицы. В данном случае социальная эффективность выражается в том, что средняя зарплата в 3 раза меньше величины прожиточного минимума из этой зарплаты. О чем идет речь вообще, Алексей? Мы рассматриваем ту среднюю зарплату, которая образуется. То есть в перспективе Чермен планирует платить каждому человеку по 2000 рублей. Это интересное предложение, мы не рассматривали этот вариант, у нас был вариант чуть другой. Но мы готовы. Ну, может привести к экономической эффективности. Да, готовы. Как в том анекдоте про миллиардера, когда журналист берет интервью у миллиардера, спрашивает, как вам удалось разбогатеть. Он говорит, богатство меня привело понимание того, что главное это не деньги, а сам процесс. Журналист говорит, вот в тот момент, когда вы это поняли, вы разбогатели, он говорит, нет, я разбогател, когда смог убедить в этом своих сотрудников. Поэтому если за 2000 он наймет должное количество сотрудников. Нет, 20, по-моему. В общем, это техническая ошибка у нас. Кто вас просил включать меня в комиссию? Не понимаю. Да. Ну это, бог с ним уже. То есть средняя заработная плата 20 770. То есть она должна быть 3,7, да, даже больше чуть-чуть, чем 3,7 коэффициент. Хорошо, проехали, ладно. Я предлагаю вопросы позадавать Чермену, да, потому что так. Чермен, насколько я понимаю, рынок очень перенасыщен, да, Значит, вот конкурентное я понял. Значит, очень перенасыщен рынок производителей мебели для частников. Его очень много. Но опять-таки там есть ниша резной мебели, то есть она свободна. Есть ребята, вот мои близкие в Нальчике ребята занимаются, но у них минимальный проект 500 000, но там резная ручная работа. И они в том числе здесь, в Карца, очень много у них проектов в Чермене, там вот для приграничных таких вот сел, где у нас, традиции, да. Вот, и они там очень большие проекты получают такие. При этом у нас ЧПУ у нас не ручная, соответственно, у нас себестоимость будет значительно ниже и производительность выше. Это одна история. Вторая история. У нас цехов очень много. Соответственно, мы им даем фасады, мы им даем образцы резных изделий, и они просто в общении с клиентом как минимум улучшают, расширяют свой ассортимент. У них такой сейчас возможности нет. У них есть Парм и Пятигорск. Мы можем дать дешевле. И мы можем здесь на месте еще подкрутить, доделать, что-то там они дозакажут. Для них это проблема с Пармом, это проблема для них. И с Пятигорском тем более. Потому что там у нас, например, можно за неделю что-то доделать, да, не хватило того, не хватило всего, мы можем это доделать. С ними это проблема. Чермен, что-нибудь уже сделали? Да, да. Фотографии есть. Ну, у нас в основном корпусная мебель мы сейчас делали. И, так скажем, формировали команду и тренировались по резной. Почему? Потому что там 3 важных человека, кто должен это делать. Первый это дизайнер, потом дизайнер дает конструктору, который переводит это в файл для ЧПУ. И третий это специалист по ЧПУ. И четвертый тот, который еще пленку наносит. Там вот мы уже 3 команды поменяли. Просто из-за того, что качество, сотрудников, к сожалению, большая проблема. Сейчас мы уже сформировали, у нас есть ребята, с которыми мы уже договорились и уже работаем. У них есть свои заказы, и у нас есть свои заказы. Вот. Они уже закрывают вопрос конструктива и дизайна. Вот. У нас есть ребята, которые непосредственно работают на станках. Вот. А в основном были заказы, это корпусная мебель. Там, в принципе, просто... Можно один вопрос? Вы не планируете на своем оборудовании делать подоконники? Подоконники мы не думали на этот счет, но вы, судя по всему, наверное, кого-то представляете, и можно с вами обсудить, да? Я знаю, большая потребность именно подоконники, кто занимается... Из акрила?
из-за крила, да? Но если о кухонных подоконниках, то у нас были проекты, где столешница выходила сразу на подоконник. Такие проекты были. То есть это была единая цельная столешница на кухне. Вот. Такой проект был. Соответственно, площадь, рабочая площадь в маленькой кухне, она увеличивалась. А? Хорошая идея. Да. Я думаю, достаточно. Да, ну надо иметь в виду, что мы заявитель по двум программам, секундочку, будет подаваться. Мы второй раз его не будем звать, рассказывать одно и то же. Поэтому да, и тоже слушайте хорошо. Там тоже, да, везде 10-бально. У меня вопрос, количество людей, которые трудятся с вами. Сейчас 4 человека вместе с нами. То есть я с отцом мы создали, да, это с компанией. 4 плюс 2? 3-4, то есть 1-2 человека у нас под проекты идут. То есть мы еще плюс 5 человек. Логотип, честно сказать, да, нашей фишкой является не логотип, а предложение. То есть у нас предложение, но от которого достаточно сложно отказаться. Ну, мы показывали цехам, владельцев цехов наш логотип. В принципе, он не вызвал негатива. То есть мы как бы оценивали с такой стороны. Спасибо. Спасибо, Чермен. Спасибо вам. До свидания. Развитие. Так, одну минутку. Быстро надо поставить оценки. Ну, надо будет связать. Здесь отказ по третьему списку. Сейчас. Причина же одна и та же. По третьему списку тоже. Да. Вопрос. То есть по третьему списку у нас остается только одна организация на рассмотрение, это Тарасервис. Но нет, в смысле, просто потому что вы рассмотрели уже. Ну да, и сейчас будет рассмотрение. Развитие задерживается. Может, кого-нибудь другого. А может, кого-нибудь другого позовем? Да, развитие. Таутив Авшар, генеральный директор по развитию. Пожалуйста, коротко о своем проекте, что вы собираетесь сделать и что вы приобрели. Ну, во-первых, данная субсидия нам необходима для развития и расширения нашей деятельности на территории нашей республики. Вторым пунктом мы для себя отметили это техническая модернизация оборудования. И третий пункт это уже расширение производства щебня в нашей республике. Приобрели мы мобильную установку дробильную Fitec 1080. Плюсы нашей установки заключаются в следующем. Во-первых, производим щебень кубовидный. Он является одним из лучших в связи с тем, что при утрамбовке, например, дорог, основное направление щебня это дороги и строительство. В целом, при утрамбовке оно лучше утрамбовывается и сцепка у камня за счет того, что он больше похож на окуп, поэтому название будет кубовидный. Бывает лучше, но отталкиваясь от дорог наших, так скажем, используя неподходящий щебень, в дальнейшем дороги уже, как говорится, и гармошка появляется, где-то оседает. Поэтому вот именно
акцент поставили на производстве кубовидного щебня. На сегодняшний день в республике и в целом в России наблюдается нехватка щебня. То есть, если говорить о около, наверное, 39 тысяч тонн необходимо в год для строительных работ, в первую очередь дорожных, я имею в виду, и около 34 тонн только производится в России. В России? Да, ну то есть это на уровне Российской Федерации, мы провели мониторинг, все это как бы изучили, посмотрели и вот пришли к такому. В час от 100 до 230 тонн вообще. В час? В час, да, в час. Карьер есть? Нет, своего карьера нет, то есть мы приобрели эту дробильную установку и сегодня, как бы, например, общались с Прогрессом, это один из лидеров, так скажем, продаж, но в этом деле, как правило, нет конкуренции, потому что спрос на щебень растет с каждым днем, поэтому конкурентам их, наверное, будет неправильно назвать. И вот, в свою очередь, договоренности какие, то есть тот объем, который они сегодня производят, это тот максимум, который они могут. За счет, например, нашей дробильной установки, во-первых, у них появится возможность предоставлять кубовидный щебень, и во вторую очередь, как бы, они... Мы заключаем договор и работаем, то есть мы у них закупаем первичный продукт и уже перерабатываем в щебень, песок, то есть вторичный продукт уже непосредственно. Как? Да, в разную, то есть от нуля и там практически до 35. Еще вопросы, пожалуйста. Во-первых, мы планируем приобрести лафет. Нам нужен приблизительно 30 тонн тоннаж для того, чтобы мы могли свою мобильную установку, как говорится, перевозить на всевозможные карьеры в зависимости от того, как будет появляться работа. И второй момент, это главный вал, это запчасть непосредственно в комплексе, она с конусом. Благодаря вот этому конусу мы производим кубовидный щебень. То есть вот нам нужно заменить его. То есть это одна из тех запчастей, которая, единственная, которую периодически там в какое-то время, там 1,5-2 года раз нужно бывает. Да. Расходный материал. Да, ну как бы как расходный материал. Как? Ну как бы я смотрел, так скажем, в интернете, и до 3 миллионов был один лафет, он был вроде бы как новый, остальные бушные, такие 13-го года, вот так. То есть, много было, конечно, лучше. Там по бизнес-плану у вас как текущий один человек, да и прогноз 5 человек достаточно? Во-первых, на сегодняшний день там опечатка, 10 человек у нас на сегодняшний день. Официально оформленные? Так? Официально оформленные. Так, официально оформленные у нас, так, да, около 10. Бывает по контракту, бывает штатное. Уже учитывается штатное расписание по справке. В общем, штат у нас на сегодняшний день 10 человек. Планируем мы в дальнейшем это еще 5 человек, это те уже, которые нам будут нужны непосредственно связанные с дробилкой, лафетом и техническими какими-то. Ну, видимо, они, может быть, как? Просто справки написаны, примерно, человек, наверное, пока привлекать, Да, ну то есть, как бы справки там указать официально, то есть я такой вопрос не ожидал, поэтому уже откровенно сказал, что у нас около 10. Хорошо. А у вас вот в сфере деятельности указано производство изделий, соответственно, из бетона, гипса и цемента. В основном в сфере деятельности. Да. А с 2010 года вы реально чем занимались? То есть какие изделия вы производили из бетона, гипса и цемента? Во-первых, непосредственно основной задачей, которую мы не указали, это мы в первую очередь гранитом занимались. Да, у нас есть партнер, так скажем, ООО «НАР» в лице Торчного Батраза, с кем мы как бы занимались гранитом, делали ступени, подоконник и вот тому подобное. В этот период времени вы функционировали, да? То есть... Да. Ряд работ непосредственно с ними заключали договор и работали. А вот еще один у меня вопрос. Какая система налогообложения у вас? По большому счету, вот девушка мне задала вопрос, я пока не нашел, что ответить. При выручке в 48 рублей 910 тысяч налоговых отчислений у вас как получается? В один и тот же год? Я скажу вам открыто. Просто я тоже так хочу научиться, чтобы я... Смотрите, какая ситуация. Во-первых,
скажу откровенно, когда я узнал о вашем вообще субсидировании, то есть опять же мне об этом сказал Торчинов Батразу, он ранее у вас субсидировался, он сказал, что есть какой-то шаблонный вариант бизнес-плана, который нужно заказать, ты сам его написать не сможешь, потому что есть нормы, ну якобы какие-то нормы. Ну тогда мы обратились к специалистам, которые работают, сказали, чем мы занимаемся, то есть все это объяснили, они отразили это на данном документе, который, ну, как бы, наверное, имеет какие-то погрешности, но если говорить конкретно о налоге, то по упрощенке мы работаем, то есть доход минус расход и 15%. А какой примерно вход у вас получается налоговый бюджет, как это правильно? Ну да, приблизительный, то есть опять же, если говорить сегодня по тем расчетам, которые мы сделали именно в бизнес-плане, то получается приблизительно около 11 миллионов в год. Понимаете, но здесь дело еще в другом. Объемы, в принципе, продаж наши могут быть гораздо больше, чем 48 миллионов. Понимаете? Мы еще не платим, мы планируем платить, это непосредственно связано с дробильной установкой. Еще вопросы есть? Участникам комиссии будут скидки на щит? Скидки будут для всех, потому что за счет экономии на логистических каких-то, то есть на транспорте. Наша мобильная установка, то есть как вам объяснить, нам не нужны, например, непосредственно машины для того, чтобы доставлять откуда-то сырье, потому что наша машина везде, за счет чего мы можем скидки делать абсолютно для всех, даже независимости комиссии. Подобные установки есть же в республике? Вот честно сказать, я за последний месяц интересовался, я еще не знал ни у кого, то есть ну, как бы, слишком много карьеров, чтобы всех охватить, но пока я не слышал, что они есть. Спасибо. Спасибо вам тоже. Да, это развитие. Коллеги, я это вот к своим прежде всего возвращаюсь. Все-таки считаю, что нам надо как-то плотнее увязывать физических заявителей с тем, что мы видим на экране. Нам писали бизнес-план, но я эти цифры не очень как бы понимаю. Ну, если ты не понимаешь, как ты бизнесом занимаешься, мне кажется, это неправильно. Вот. Почему они бедные все удивляются? Ну да, что такие цифры видят, что кому-то они поручили. Нет, там просто там есть определенные формулы, коэффициенты, которые дают вот такие смешные цифры, с которыми эти презентующие не могут быть знакомы. Они не знают, как они дают нам одни цифры, а потом там делится там, на срок окупаемости в месяц так выраженный и так далее. Не, но это, как говорится, не случайно цифры, не в случайном порядке возникают. Они возникают на основе предоставленных ими данных. Соответственно, ну опять же, надо как-то пытаться их больше вовлекать в этот процесс. Ну, конечно, они должны понимать, что... У заявителя есть возможность предоставить свою презентацию. Эта презентация, она была придумана и сделана по рекомендациям членов. Не, я понял. Я не про эту презентацию говорю, а про конкретный факт. Когда Аншар говорит, не составили бизнес-план. Во-первых, мне сказали, что ты сам с этим не справишься. Ну что там есть такого, с чем можно не справиться? Ну что здесь это? Впрочем, ну конечно, да, мы же не просим там подробную финмодель и так далее. Нет, заказывать можно где-то, это тоже работа, но надо его прочесть и понять, и задать вопросы там, кто тебе написал, чтобы мы здесь не. Ну ладно, в общем, такое это национальное. Ставим оценки, да? Да. Так, следующий гранитир. Для информации к стройсервису до сих пор не дозвонились. Здравствуйте, уважаемые члены комиссии. Рад приветствовать вас от лица завода «Гранитир». Похоже. Я должен представлять проект или вопросы будут задаваться? Нет, пока расскажите. Коротко расскажем. Чем занимаетесь? Наше предприятие занимается обработкой камня, гранита и доломита. Но у нас в силу тех возможностей, которые у нас есть, мы развиваем сейчас свой карьер, это карьер гималдонских доломитов, и, соответственно, развиваем производство по изготовлению плиты, архитектурных изделий, сложных форм. И в проекте развития предприятия мы приобрели оборудование, ЧПУ, станок, самый современный в России и с самыми широкими возможностями, которые могут предоставить предприятия по нашему профилю.
приобрели оборудование для добычи камнев, чтобы мы могли что-то производить. И для того, чтобы закольцевать вот это производство, приобрели оборудование по осушке шлама, чтобы производственных отходов было, их практически не было. Тот продукт, который будет выпускать после осушения шлама, тоже применяется в сельском хозяйстве, в строительных материалах. Ну, а основной, это, естественно, это станок ЧПУ, который является станком, производящим продукт с высокой степенью доходности. На сегодняшний день уже заключены контракты, мы уже его широко используем. Наши работы можно увидеть как в Москве, так и в нашей республике. Они представлены в основном пока в Феодосском храме изготовлен иконостас, который уже многие люди даже включают его по туристическим маршрутам показать. Спасибо. Кто вопросы, пожалуйста? Да. У меня вопрос. Планируемое к созданию количества дополнительных рабочих мест, там стоит прочерк. Вот в тот момент, когда вы когда приобрели оборудование самое? В 2012 году. В 2012 году. Вот в момент приобретения оборудования какое-то количество рабочих мест образовалось? На сегодняшний день количество рабочих мест увеличилось где-то на 30 человек, почти удвоилось. Вот, и это связано как-то именно с этим? Это связано с расширением производства доломитов. Не только вот с приобретением вот этих оборудований. У нас... Что ты делаешь? У нас на Кареле раньше у нас было 2 бригады по 3 человека, сейчас у нас работает 3 бригады по 5 человек. Соответственно, у нас увеличился объем добываемых блоков. Если мы ранее не могли вот, все те предложения, которые запрашивали у нас продукцию, не могли и даже иногда боялись заказов, то сегодня мы уже с уверенностью участвуем в крупных проектах. Ну, наша продукция мало представлена в нашей республике. Мы стараемся, чтобы у нас тоже появился наш продукт, но в силу того, что основной рынок в Москве, мы вынуждены отправлять продукцию туда. Соответственно, появился камень. Мы уже в этом году приобрели дополнительно 3 машины, на которых будет работать по 2 человека. Увеличили штат разнорабочих, взяли дополнительно крановщика, обслуживающий персонал. И, соответственно, вот из-за тех приобретенных товаров, ситуации на рынке, у нас сейчас количество рабочих мест почти удвоится. Еще вопросы? Скажите, и заработная зарплата тоже будет расти. Ранее не участвовали? Никогда. Первый раз. Предприятие же давно существует, да? С 2002 года. Оно успешное, да? Ну, мы не будем жаловаться, но и хвастаться не будем, чтобы деньги... Нет, ну просто мне интересно, зарплата 8 тысяч, это практически прожиточный минимум, да? Средняя зарплата 8 тысяч. Потому они Ну, я статистическим данными не могу поделиться с вами. Представь, я думаю, что у меня люди мало. Я вам могу сказать другое. У нас текучесть кадров практически нулевая. Люди довольны. Ну, ясно. Соответственно, поскольку за 8 тысяч нельзя быть довольным, надо выходить из серых схем, да, потихоньку. Все, есть еще вопросы? Нет? Спасибо. Спасибо. Струсировать все-таки придется рассмотреть без. Да, но поскольку таблицы носят оригинальный характер, пусть Леша и представляет струсировать сам.
про это и говорю, да, вообще. А я сначала не понимала. С таким вопросом неудобно отвечать даже. По кокетливой улыбке. Что мы сейчас? Стройсервис? Да. Рассказывай больше нам про стройсервис. Практически экватор, даже больше экватора. Так, стройсервис у нас чем занимается? Карьера. Вот, кстати, клиент его, да? В общем, стройсервисом приобретено оборудование, полумобильная дробильная установка Реста FS121 с вертикальным ротором, буквально. В общем, обеспечила наладки производства кубовидного щебня, что позволило повысить качество производимых предприятием продукции и ее конкурентоспособность. Ну, вот у нас два щебня, один пришел, а другой не пришел, да. Что, первый щебень сказал, что это не качество? Не, он Так он тоже Ну вот приблизительно это как-то вот так выглядит. Если вы что-то увидите. О, великолепно! Ты ошибка. Чем полумобильная от мобильной отличается? Так, ну, поскольку, коллеги, поскольку вопросы задавать некому, я просто хотел бы узнать у своих коллег из министерства, человек объяснял, что не придет, то есть, да, на защиту? Мы не нашли его, Мы не можем ему дозвониться. Вот здесь есть контактные телефоны, которые он оставил. Вот. А он не в курсе, что заседание сегодня во Нет, ну а как мы могли ему То есть он вообще не знал, да? Не знал. Не можем ему с ним связаться. То есть оставленные им телефоны не отвечают. Как бы всем обозначали, просто дополнительно. Можем рассмотреть, просто ничего не спросишь. Потому что точную дату заседания комиссии тяжело. Ну да, это Всех остальных удалось по последнему. Скажите, Леш, а вот эти цифры, которые вы показывали, они документально как бы у вас подтверждены, Да. да? То есть Зарплата в 13 тысяч. Тогда просто ориентироваться. 5 человек в года работает. По бизнес-проекту и по коллеги. Запрашиваю. Я говорю, минуту внимания. Да, коллеги. В общем, стройсервис запрашивает практически 4 миллиона рублей. Друзья мои, мы за экватор перешагнули, немножко концентрации внимания, сейчас быстренько все остальное пройдет. Вот, размер документально подтвержденных затрат, то есть он доложил платежные поручения вот, на 7,7 миллионов рублей. Ну, вот по справке у него 35 человек. То есть мы должны ее сократить. Денег не могли. Количество рабочих мест по справке, да, 35 человек. И средняя заработная плата 15 человек. Планирует он по бизнес-проекту создать еще 5 рабочих мест. Ну и по выручке 25 миллионов уже в 2015 году. В 2015 году планируем получить выручку. Чистая прибыль 2,5 миллиона тоже заработать. Отчисления в общем налоговых плюс еще социальные отчисления в общей сложности составили 3,3 составят план 3,3 миллиона рублей. Ну и вот экономические показатели. Габеев Олег Исламович. И в городе Алагире, я как понял, тоже там располагается, потому что телефон, который он оставил, Алагирский, стационарный. А что, мобильного телефона нет? Не, мобильного нет, он и факс, и телефон просто оставил. А, еще когда он сдавал документы, он оставил мобильный свой телефон, ну помимо заявления, он не работает.
Ну, максимально усилий приложить. Телефон сам оставил. Даже когда телефон телефон не рабочий. Нет, на самом деле, коллеги, комиссия для того здесь собралась, чтобы принимать решения в таких случаях индивидуально. Я, как говорится, ни на чем не настаиваю, сформулирую свою позицию. Естественно, люди не обязаны приходить. Значит, заявитель знал примерно неделю, да, какую будет это. Приходить не обязаны, но, на мой взгляд, те, кто пришел и защищался, должны иметь какой-то эмоциональный хотя бы приоритет перед тем, кто просто прислал и считает, что... Поэтому я в своих оценочных листах этот фактор буду иметь в виду, выставлю такие оценки, а дальше как получится уже исходя из общей суммы. Все остальные поступают как считают нужным. Спасибо. Может, он стесняется. Коллеги, можно попросить вот первый лист, да, который по компенсации оборудования, подписать сразу. Сейчас девочки пройдут, соберут у вас листы, чтобы уже вбивать эти данные в общий рейтинговый лист. А мы перейдем к следующей программе. Последнюю колонку заполнять не надо, да, мы же не знаем еще ни сумму, ни этот. Так, давайте тогда приглашаем. Кто у нас там? Посмотрение. Да. Это потом. Коллеги, ну тогда переходим к другому мероприятию у нас по листингу. Опять первым вопросом это у нас допускаем либо не допускаем. Первым вопросом у нас допускать, не допускать. Это не от вас? Зачитываю сразу, у нас добрый продукт. Подал несколько заявлений по добрый продукт. И проблема опять-таки вот в том же, что и предыдущий. Несоответствие выражено в том, что имеет задолженность по платежам бюджетной системы Российской Федерации. Это кто? Добрый продукт. Я вам сейчас даже скажу, в каком размере вы имеете задолженность. Да это не важно, на данный момент она не погашена сейчас, да? У нас сведений нет. Там имеет значение на момент подачи заявки. Нет, ну мы же можем голосовать, если... Не, ну у нас нет сведений о том, что погашено, плюс там речь идет 1 200 000. 1 200 000 А что они делают? Ну вот здесь по справке я вижу, да, 348 тысяч рублей в основном, еще 30 тысяч рублей по минимуму по пении. От 30 тысяч рублей. Как нет? Сами сказали. Ну что ничего. 300 с лишним. Нет, но в аналогичной ситуации мы отказали уже, да? Надо же как-то последовать. Есть кто-то, кто против того, чтобы отказали доброму продукту? Нет таких? Все воздержались? Нет, все единогласно. Тогда статус. Переходим к статусу. Добрый продукт вычеркиваем, да? Да. Статус приглашайте, пожалуйста. Статуса не пришли? Опять нет статуса. Давайте пока формат. Формат тоже не пришел? Только добрый продукт. Нет, добрый продукт. Зря пришел. Зря пришел. Добрый продукт. Да, все несколько раз заходил, говоришь, ни статус, ни формата, Тара сервис по другой программе, да. Поскольку обе эти организации уведомляли, да, может мы тогда пока перейдем к процентной ставке, подождем чуть-чуть, еще раз наберем, если нет. Так, давайте тогда по процентам. За Симу. За Симу такая же история, то есть он подал 2 мероприятия. Да, мы его вычеркнули. Тара сервис есть?
Оценки по первой мебельной фабрике, как я понимаю, должны быть идентичными в том листе и в этом, правильно? Да. Да? То есть мы же оцениваем сам бизнес-проект, а не... Ну там еще еще речь. Еще как бы соотношение между проектами возможно. Ну да, согласен. Здравствуйте. Здравствуйте. Я поздоровался еще раз. Здравствуйте. С вами здорово. Можно рассказывать про свой проект. Слава Анатольевич, да? Правильно? Да. Станислав. Коротко о проекте, что вы приобрели, что вы собираетесь сделать с субсидией. Коротко о проекте. Что обновили оборудование, добавили кое-какое оборудование для улучшения производства. У вас гофрированное производство, гофрированная Да, программа, да? да. Предприятие работает с 2007 года по сегодняшний день. Существовали за счет собственных средств в то время. Ну, можно к вам на работу устроиться? Можно. На такую среднюю зарплату. Я пожалуй. Что там высветилось? 92 872 рубля. Но от 2 рублей я готов отказаться. Остальное Слушайте, а можно я вас Ну тут справка присутствует. Справка с печатью. Там 92 тысячи. Видимо, опечатка там. Нет, вот знаете, что мне интересно? Вот вам сделали документ, да, вот сюда, чтобы было представлено. Вам не интересно было посмотреть? Перед тем, Не, это табличка, они не Вот думают. это- Вот справку интересно было посмотреть, потому что справку предоставляли вы как руководители, наверняка ее подписывали Ну, да, как вот руководитель. Я так поняла, И 9 там- тысяч, да, наверное, у вас? Да. Ага. 9700, 208. Средняя заработная плата очень. Да. Тогда пошел бы я поработаю министром. Коллеги устроим, пожалуйста. Так, ну вопросы давайте задавать. Задавайте вопросы, отлично. Станиславу Анатольевичу. А как успешно работаете? Сейчас здесь молодой человек говорил, что собирается реализовывать свою продукцию. Это, видимо, то же самое. Успешно мы работаем или не работаем, каждый из вас знает Егорскую гофрокартонную фабрику. Да. Изначально она являлась нам конкурентом. Сегодняшний день мы работаем, они не работают. На сегодняшний день Моздовская гофрокартонная не работает практически, мы работаем. Успешно мы работаем или не успешно, это уже думаете сами. Не, работает хорошо, мы недавно заказывали у них, что так случайно получилось, оперативно очень отработали, но отработали, я тоже понимаю. А вот вы сами Да, не, я сейчас увидел, удивился. Сырье со всей России, начиная от Сыктывкара, раньше был Енисейский комбинат закрытый, ну, практически это все. Напоминаю членам комиссии, что это у нас программа по компенсации части процентной ставки, да, уплаченной по кредитам. Мы дали 50 миллионов на закупку оборудования, расширение производственных площадей своих, увеличение объема производства. Мы осваиваем, помогите. Ситуация создалась в стране такая, сами знаете, что. А на что вы собираетесь потратить деньги эти? Деньги? Также пойдут, у нас из оборота практически не выпадают деньги. То есть мы развиваемся. Если мы будем вытаскивать с оборота деньги, мы станем второй фабрикой. Можно спросить, вы будете производить гофрокартон? Мы производим. Уже производим. Производите, Да. а вы или изделия из гофрокартона? И изделия. И гофрокартон, и изделия, да. А сырье у вас что, это макулатура или что? Нет, почему? Мы закупаем бумагу и картон для плоских. Если просто технологию вы знали, я вам сказал, бумагу, картон, рулонов закупаем, делаем гофрокартон, да, делаем из него изделия. Переработка у нас никто в республике не занимается, да? Переработка, Использованного картона. Ну как раньше собирали газеты, Ну журналы? да, нет, у нас вообще ближайший занимается этим в Кабарде, они в свое время поставили, и в Майкопе. И в Армавире появился тоже буквально лет 5 назад, они запустились, ну так, посредственно. У вас гофра одноцветка? Нет, почему? Многоцветка есть? У нас многоцветная печать, ну флексопечать, чтобы вы понимали, это не типографская печать. Это другое.
Есть вопросы? Нет. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Процент, ну, будет большая сумма компенсации. А это 100% ставки рефинансирования, да? Нет, 2 трети ставки рефинансирования. Они запрашивали 5 миллионов, но по расчетам наших сотрудников у них получилось только 2,4 миллиона. Тоже не в кило, да? Ну, с 50 миллионов кредитов. Ну, это по процентам, которые по факту они уже оплатили за какой-то период времени. Не завышать, Сейчас им уже звонят, можно рассмотреть, если нужно к тому времени. Подписывайте, пожалуйста, коллеги, листы мы тогда соберем, обещаю. Иришка. Хотите, знаете, там добрый, А вы где же? Ну, такие А кто сбором занимается? Ира. А? Нет, не ждем. Чего мы ждем? Давайте сами. Баллу поставим? Ну еще? 7 раз. А давайте сами соберем, чтобы Ира не ходила, и отдадим ей просто. Не, сейчас еще. У нас просто отдельные члены комиссии, кто уезжает за пределы республики, кого другие мероприятия, просто они вот за Ирландию не наши. Но у нас система учета баллов такова, что мы делим, вводим же сведения. Нет, ну они не все успевают. Они не успевают. надо сведения выводить не обязательно, При условии, что никто не умеет, никто не умеет, а должен Не-не-не, вы оцените. Ну все, так ведь когда за 10 минут для людей-то нет. Да, коллеги, так как статуса и формата Их не будет нету, здесь. мы звонили, никак не дозвонились, в принципе, они были Статуса не формата. Да. Поэтому я вам коротко расскажу. У них у статуса вначале приобретено в лизинг по 2 договорам оборудование для цеха по производству мебели. По первому договору у них приобретен гидравлический пролетный пресс горячего прессования и по другому фрезерный станок. В принципе, по да, общая сумма здесь получается 4 миллиона 135 072 за исключением. Отчисления у них нормально. Отчисления у них нормально. Да, у них прогноз выручки тоже неплохой для маленького цеха из одного человека состоящего. Это 1000, наверное. Посмотрите, пожалуйста, да. Это, наверное, я, честно говоря, плохо понимаю, как мы по ним можем по таким цифрам о чем-то говорить, если еще и вопрос нельзя задать. Не, ну это же просто для сведения. Ориентироваться надо на документы в любом случае. Ну, поэтому нам надо рассказать про документы. Просто 725 миллионов, да, Нет, это 1000, наверное. 725 тысяч рублей. Место расположения, проспект Усташева. Можно спуститься, посмотреть. Где это?
Или подняться. Я еще хотел сказать, где-то на Малаканке. Они сегодня не работают, у них выходной. 725 тысяч рублей планируется в первый год деятельности получения. А где реально расположено предприятие, мы не знаем? Нет. Тут написано, что цех в городе Владикавказ. А где конкретно, улица и так далее. Оборудование что? Да, мне тоже это удивляет, честно говоря. Претендовать на 4 миллиона и не приложить к этому никаких усилий. Сколько стоит? Не знаю, как-то неправильно не Как? кажется. Тут по 300 тысяч в прошлом году люди хотели получить и толпами собирались. Которые не приобрели. Вот Оборудование никто не видел. вот первый это фрезерный станок. Ну там два лизинговых договора, по первому они приобрели. Фрезерный станок, общая стоимость его составит 7 миллионов рублей, ну плюс НДС. В итоге они за него заплатят. Это что касается... А какая лизинговая компания? Не секрет? Веб-лизинг. Веб-лизинг? Да. Следующий у нас гидравлический пресс. В итоге они заплатят за него 4 миллиона 725 тысяч рублей. А вот по договорам сроки поставки, как обычно? Договорам лизинга? Светлое будущее уже кого цивилизации. Давай формат. Конечно, они все знают. Но они понимают, что не имеют права никаких юридических. Видимо, не хотят этой комиссии. Нет, я это хочу благодарить. Такие вопросы 5 миллионов. Люди, кто хотел заявиться, они знали, что если 5 миллионов, будет много сделано, соответственно, сильно урежут, а 2 раза в этом году нельзя участвовать. Значит, что где-то будет большая выигрыш. Поэтому вот это он тоже понимал, видел количество сделок, где-то надо получить. Поэтому в результате все так подумали, и 2 заявки. На оба 5 миллионов. Дата заключения договора. Дата заключения договора у нас 9 июня 2014 года. То есть, видимо, эти тоже так думают. Нет, ну по договору нет, когда оборудование? А вот не вижу где-то. Просто все. Конкретно вот сколько дней там. Если первый взнос сделан, то наверняка уже должно быть на месте оборудования. Да. Или нет? Ну, если в июне заключен и сделан первый взнос, то документально подтверждено, что оборудование должно быть поставлено. Нет такой практики, например, если люди не приходят второго, тоже сразу посмотреть и потом ставить оценки. Я, например, не знаю. Да, я, например, не знаю, как. Я понимаю, это меня и обижает, честно говоря, что конкурса фактически не будет, а вопросы задавать некому. Ну формат-то тут. Это они претендуют на лизинговый гараж. Опять же. Миллион рублей они хотят на грант. То есть у нас не только конкурса не будет, но и сокращения не будет по лизинговым программам. Будет, да? Небольшой. Там же 5 миллионов. Да, там небольшой процент. А первые 4 хотели нет? 4 с чем-то именно. Так, сейчас скажу вам, что точно. Оживился Вусик к обеду. В общем, автоматическая фасовочно-упаковочная машина предполагается к приобретению. Пельмени? Сейчас. Я за пельмени не голосовать. Ну, все миллион хотят, да? Ну, грант больше миллиона не может быть на первый взнос.
Упаковка производится в пакеты из полипропиленовой и полиэтиленовой пленки, формируемой аппаратом из рулона. А что конкретно? В связи с тем, что в последнее время темп нашей повседневной жизни так увеличился, и не все успевают приготовить домашнюю еду, растет спрос на уже готовые продукты питания, такие как полуфабрикаты. Вот. Ну вот приблизительно вот, что они приобретут. Союз Аполлон, да? Так, в общем, они будут полуфабрикаты обворачивать этой пленкой. Упаковка будет заниматься. Очевидно, что больше информации мы по этим двум проектам не получим ввиду отсутствия заявителей, поэтому надо исходить из собственных ощущений, видимо, в сравнении статуса и информации. Предлагаю ставить оценку. Коллеги, мы приготовили небольшой фуршет для тех, кто не сильно торопится. Можно будет сейчас через минут 5 сделать небольшой перерыв, а потом вернуться, просто подписать уже окончательные документы, итоговые рейтинговые листы. Очень бы вас попросили, у кого есть возможность, задержитесь, чтобы сразу... Это буквально будет недолго. Да, по времени сориентируйте просто. Через 30 минут. Давайте 30 минут. Ну пока подождите, секунду, коллеги. Потому что сейчас многие из вас уже назад не придут, то принципиально характер. У нас, поскольку по тем параметрам, которые есть, да, то есть наличие финансирования, да, по 3 программам и количество заявителей и количество отказников, получается так, что по процентной ставке у нас конкурсов практически нет, не практически, а конкурса нет, поскольку у нас заложено 5 миллионов рублей, общая сумма получается на 2 заявителей 2 с лишним миллиона. То есть решение о сокращении субсидий комиссии не принимается, поскольку у нас там еще 2 с лишним миллиона остается остаток. Да, то есть либо это будет дополнительный конкурс, либо эти деньги будут каким-то образом Оба заявителя получают ту сумму, которую, вне зависимости от мест, которые они побывали. Это речь идет о мебельной фабрике и о таре. Да. По второй программе это лизинг. Да, по лизингу у нас почти такая же ситуация, но немножко денег не хватает. В этой связи нужно принять решение о сокращении. Но здесь тоже все достаточно просто по одной простой причине, что если мы сократим, уже предварительно мы такие расчеты провели, если мы на 2,63 и еще там какие-то цифры после запятой сокращаем размер субсидий запрашиваемой, то вот эти 5 миллионов, имеющиеся по этой программе, распределяются пропорционально между 2 заявителями. То есть получает статус 4 миллиона 135 тысяч рублей с копейками, и формат получает, то есть 4 миллиона 26 тысяч рублей, да, а формат получает 973 тысячи. То есть небольшое сокращение у них получается на 2%, на 20,63%. Остаток в этом случае получается 6 копеек. 6 копеек вернем в республиканский бюджет. Надеюсь, парламент нас не будет за это сильно ругать. Вот. Поэтому вот этот вопрос надо на голосование вынести. Все согласны с тем, чтобы на 2,63% сократить субсидию? Кто-нибудь возражает? Нет, не воздержался? Все единогласно. Вот. По оборудованию. Вот еще один вопрос на голосование для тех, кто торопится, буквально 2 минуты. Да, вопрос, здесь есть 2 варианта развития событий. То есть, во-первых, у нас получается 5 организаций победителей. Ну, не победителей, а 5 организаций допущено. Размер финансирования у нас по этой программе 15 миллионов. Вот. И, соответственно, есть 2 варианта. Либо мы поддерживаем на сумму близкую к той, которую заявители запросили, да, и в этом случае один из заявителей, который займет последнее место, соответственно, ему будет рекомендовано обращаться дополнительно там, и так далее. То есть в данном случае получит может отказ. летом принять участие? Да, то есть получит отказ. Второй вариант сокращать на процент близкий к максимальному, то есть 30%, чтобы охватить всех 5.
Вот, но при этом сокращение будет существенное, практически там на четверть или на треть. Вот, просто сейчас для того, чтобы нам определить, кто последнее место занял, для этого надо посчитать баллы. Вот, ну, можно пока просто обсудить предварительно, чтобы прийти к какому-то знаменателю. Два предложения, давайте на голосование. То есть вариант, там, грубо говоря, на 5-6%. Не, ребят, я не понимаю, как можно голосовать, не имея этот список в конце. Я, например, считаю, что если последним окажется тот, кто не пришел на защиту, надо его убрать и дать тем, кто пришел. Если же он в результате голосования окажется не последним, а в числе остальных, то тогда я буду за то, чтобы сокращать пропорционально и давать всем. Поэтому обсуждать сейчас, мне кажется, это неправильно. Мы ведь не видим. Надо быстро посчитать. Еще нет, это не трудно. Этот мы собирали первыми. По первому. По оборудованию еще нет. Ну спросите, да, по столицам забирали первыми. Опять же говорю, я только мнение высказываю, у людей могут быть иные позиции по этому поводу. Я просто свою логику обозначил, если есть другие. Баллы, которые мы поставили, как они влияют? Баллы суммируются, и по этим баллам выстраивается рейтинг, то есть места. Я про это и говорю, что мы вот сейчас... Ну, так я про это и говорю, Ром, что сейчас нам принесут баллы, ну если успели их посчитать. Просто мы рассчитывали на получасовой перерыв, и после этого, как это было, собраться, и уже тогда с готовыми баллами. Будут видны места, и по этим местам будет понятна ситуация. Либо сокращается общая сумма пропорционально по всем заявителям, и тогда получают субсидии все, либо последние уходят и тогда получают максимальные суммы. Если не прибывший последний, то есть предложение. Ну, у меня такая логика, а так это может быть неправильно, я не знаю. Но тоже при условии, что можно. Ну да. А так? Да, можно, конечно, всех поддержать. Я думаю, что надо было наоборот всем дать, просто коэффициент уменьшить меньше тем, кто везет, дать больше тем. Это нельзя по закону. Нет, конечно, это коррупционный фактор. Только пропорционально это можно сделать. Не, это можно сделать один раз, но поэтому за это надо сидеть в тюрьме. А поскольку нет таких задач, хочется этого не делать. Так, что все И общий итог. Подвиньте, да, чтобы было видно справа. Да, ну мы сейчас по какой программе смотрим? Это ну, по другим двум мы определили. Да, вот по оборудованию. Итог, ну, последнее место занял стройсервис. Это те, которые они набрали 468 баллов. На первом месте сервис класс 942 балла. А нет по местам вот так, нет? По местам можно отсортировать. В принципе, там все понятно, да. Третье место, ну, второе место гранит ИР, третье место первая мебельная фабрика, четвертое развитие 844, приблизительно у них там одинаковые цифры. И стройсервис пятое место 468, таким существенным отставанием. Ну, видимо, все-таки надо было им прийти. Ну я полагаю, что именно на это и отреагировали члены комиссии, ставят такие оценки, потому что некому было задавать вопросы, соответственно. Так, то есть у нас последнее место занял тот, кто не пришел, да, как я по своему варианту предполагал. А что у нас с суммами тогда получается при обоих вариантах? Да. И он перейдет на решение? Если хочет, подаст. Заново подаст? Да. И придет. По закону можно или ему не дать, или всем сократить, и всем максимально. Да. А это прописано, что там, если человек не пришел, то... Нет. Это решение комиссии. Комиссия для того и существует, что нет возможности прописать все досконально. Пропорционально всегда, да. Если сокращать всем пропорционально, если, как говорится, не сокращать, соответственно, кого-то убирать. Что мы делаем сейчас? Сейчас мы посмотрим просто, на какую сумму можно сократить, чтобы уже конкретно с процентом определиться. Если сокращать всем, да? Если сокращать всем, и если сокращать четверо. То есть одного выкинуть. То, что я уже сказал, да. А четверо тоже все равно под сокращение попадает. То есть вот мы сейчас посчитали, получается, если мы сокращаем 0,5 и еще несколько цифр после запятой процентов, то тогда получают все 5 заявителей. Все, включая стройсервис. Да, ну, получается, включая стройсервис, но сокращаем практически на четверть. Да. Да. В этом случае остаток у нас 15 копеек. Да, если стройсервис не получает. Вот этот вариант мы еще не просчитывали, сейчас мы его...
Ну, по большому счету это Там получится порядка цифры 6% сокращения. Сокращение получится где-то что, 6. не на 24, а на 6. 6 и 1, где-то вот так. В принципе, нам абсолютные цифры в данный момент для принятия решений не нужны. Принцип понятен. Коллеги, понятен принцип, да? Минимально. То есть, либо идет сокращение на четверть по всем заявителям, либо стройсервис, который занял последнее место в результате бальной этой системы оценки и не явился на защиту, не получает в этот раз субсидий, тогда сокращение идет примерно на 6-7%. Из двух вариантов надо голосованием выбрать один. Не поддерживают твое предложение. Ну подождите, вообще председатель комиссии, Как ведите, зам. пожалуйста, голосование. Это мы посчитаем потом, это же не такая... Пока председатель отвлекся, я взял на себя заместитель. заместитель. Да. Нет, я как бы хочу поддержать твое предложение о том, что в данном случае на минимальное количество сократить, в том числе, кроме тех аргументов, которые назвал Алан, обосную, потому что знаю, что часто возникает ситуация, когда заявляя сумму к возврату, то есть к субсидии, подходя к конкурсу, многие гасят задолженности на суммы пропорциональные тем, на которые мы сейчас можем сократить. Не пропорциональные, а равные тем, на которые мы можем сейчас сделать сокращение. То есть получается, для них они выходят в ноль. Ну, это не должно быть для нас главным мотивом. Нет, это для нас вообще может быть не мотивом. Это по-любому в плюсе, по-любому. Что Да, бывает это бесплатно, в реальности. поэтому ясно. Ну, на голосование можно да, поставить? да, я считаю, надо. Кто за то, чтобы на минимальный процент? То есть кто за то, чтобы стройсервису не давать? Нет, так мы не можем. Мы принимаем решение о том, на какой процент сокращаем. Да. И тогда они распределяются таким образом. Да? То есть какой это будет процент, сейчас они выведут, это будет 6 с чем-то процентов. То есть я поставлю вопрос, если можно, на голосование таким образом. Кто за то, чтобы на минимальный процент сократить? Кто за, прошу голосовать. Кто-то фиксировать должен, подождите. Вот у нас можно обратить внимание, пожалуйста, если мы убираем стройсервис, то сокращение у нас получается 6,189 процентов, то есть на 6% 189 мы сокращаем. Вот за это остаток мы и голосуем. остается 153 рубля. Понятно. Да, кто против данного? Сейчас. Да, кто за то, чтобы принять сокращение в 6,189 тысячных? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 человек. Кто против? Посчитали. Воздержавшийся? Воздержавшийся один. Это ты, да? Нет. Альбина против? Альбина против. Да. Альбина всем против. Второй вопрос, я думаю, это комиссия должна голосовать. На них там холодильник. Ну, хорошо. Что еще 153 рубля? Еще по 40 рублей раз. Не, ну нам надо дальше. В ровную чифру она не попадала просто. Все, предложение процент еще изменить, что 150 рублей исчезнет. Мы можем еще, Да, 150 рублей раскидайте и вы. Сейчас какое-то время займет. Ну, бог с ним. И все равно будет 6,18, там несколько цифр после запятой. Поменяем, чтобы было Так, давайте что-нибудь теперь член комиссии скажем, что надо подписать или как? Да, ну для этого нужно нам сейчас все документы распечатать. Если вы пока кофе попьете, то мы вам через минут 20. Либо второй вариант. Второй вариант, просто когда будет возможность. Вам документы всем. Давайте лучше сейчас, чтобы время сюда доехать и уехать больше. Не, у людей разные могут быть ситуации. Просто кто хочет уехать, вы нам скажите, что вы хотите уехать, чтобы тогда. Мы вас потом найдем просто. Да, какие-то компании. Да. Вот кто. Вы все равно максимально. Давайте кто через 20 минут, то здесь встречаемся. Да. Если нет, остальные... Кофе-брейк в кафе кто-нибудь проводит? Кира проводит. Да, проводит. Расчеты люди.
Гадзауф Феликс Русланович, первый заместитель министра туризма, предпринимательства и инвестиционной политики. Ну, собственно, по итогам сегодняшнего совещания многим отказали, да, в субсидии, а многие получили. Каковы итоги и какие? Я бы не сказал, что многим отказали. У нас было несколько организаций, которым отказали по формальному признаку, да, наличия задолженности по налогам. Вот, при этом мы кратно предупреждали, да, заявителей о том, что может быть такая возможность. И сейчас я, пользуясь случаем, хочу обратиться к тем заявителям, которые будут еще участвовать в наших программах. Обращайте особое внимание на свои справки из налоговой инспекции. Потрудитесь, сходите, прежде чем подать документы, и получите эту справку, несмотря на то, что это не обязательный документ для представления. Тем не менее, вы избавите себя вот от таких проблем, которые сегодня возникли у нескольких организаций. Вот. По итогам конкурса что могу сказать? У нас в рамках государственной программы по развитию малого и среднего предпринимательства было в республиканском бюджете заложено 25 миллионов по 3 программам. Это, если кратко называть их наименование, это субсидирование части стоимости закупленного оборудования, это субсидирование развития лизинга и компенсация части стоимости процентной ставки, уплаченной по кредитам в российских кредитных учреждениях. Вот. По программе компенсации оборудования было заложено 15 миллионов и по 5 миллионов по 2 другим программам. По 2 программам все эти суммы были распределены. На одного человека, скажем так, не хватило средств, да, ему мы рекомендуем обращаться повторно, вот, поскольку с документами было все в порядке, просто, скажем так, не хватило денег. Да. Но у нас еще планируется федеральный конкурс, да, на средства из федерального бюджета, скорее всего, который будет проходить летом, поэтому он может подавать документы повторно. Впрочем, как и те заявители, которым было отказано. Вот, то есть в случае, если они исправят те недочеты, которые были выявлены, они могут подавать документы повторно. Вот, по одному мероприятию получился недобор, то есть у нас остались еще средства, скорее всего, будет проводиться дополнительный конкурс. Вот, по какой программе? По программе процентной ставки. Порядка 2 миллионов с небольшим осталось. В целом конкурс вы все видели, как проходил, да, то есть и видели, я думаю, видело достаточно много народу в интернете. Практика, которую мы ввели в прошлом году, повторяется и в этом году. Теперь мы все реализуемые программы перевели в тот же формат. Вот, на мой взгляд, достаточно эффективно. Сегодня у нас практически полностью комиссия собралась, за исключением 2-3 людей. Даже, как вы видели, не хватало места членам комиссии. Вот. По проектам могу сказать, что я сам не совсем удовлетворен тем, какие именно были проекты представлены, в том плане, что, конечно, хотелось увидеть что-то более грандиозное, более тонное, учитывая размер субсидий, которые были, соответственно, предоставлены сегодня. Вот, но, да. Можем еще вот сказать минимальный размер субсидий, который предоставили, максимально? Не смогу вам сейчас сказать. Могу приблизительно сказать, что, по-моему, у одного заявителя было порядка 200 тысяч, да, а максимальная сумма, в принципе, субсидий 5 миллионов рублей. Были такие заявители, которые получили. Да. Сейчас не могу, к сожалению, я по всем наименованиям не вспомню. Вот по голосованию комиссии 5 миллионов кто-то получил. Да. У меня вопрос такой, вы сказали, что хотелось бы что-то более грандиозное увидеть, и все такое, да? Но вот если говорить о нынешних реалиях экономики, наверное, больше делать акцент нужно на реальных каких-то проектах, которые меньше стоят, да? Ну, мнение ваше. Нет, ну, разумеется, поскольку мы поддерживаем субъектов малого и среднего предпринимательства, то по большому счету разницы для нас нет, да, это предприятие малое или микро даже предприятие, где работает 2-3 человека, или это предприятие, где работает 100 человек, да, то есть для нас принципиальной разницы нет, но я исхожу из чего, что хотелось бы видеть что-то более такое грандиозное, да, исхожу из того, что
крупные, в данном случае средние предприятия, да, наверное, или предприятия, пусть даже малые, но с хорошими оборотами и с большим количеством людей, все равно это более стабильные организации, которые создают рабочие места. Это сейчас в условиях кризиса очень важно, поскольку вот, поэтому если достаточно такое стабильное, серьезное предприятие получает еще какие-то дополнения и какие-то бонусы в виде субсидий, то есть у них больше будет возможности для того, чтобы сохранить рабочие места, для того, чтобы создать, может быть, какие-то рабочие места, для того, чтобы в условиях кризиса не пострадать и там, не сбавлять оборот. Вот. А малые предприятия, как известно, все практически крупные корпорации, они формировались в условиях кризиса, поэтому для малых предприятий, я думаю, что сейчас открываются какие-то новые возможности, они могут хорошо стартануть, поэтому все зависит от них самих. Мы в меру своих возможностей и сил помогаем. Спасибо. Спасибо. Вы не говорите. Я говорю, у него недостаточно Давайте я хорошо, помогу вам. чтобы... Какое-то прям 5 предложений или даже 3. Нет. Давайте попробуем.